Добрый день, дорогие друзья, земляки. Действительно, сегодня это у нас такое первое мероприятие, которое проводим вот такого масштаба нашего района в городе Махачкале. Я сегодня рад приветствовать всех, кто здесь находится. Спасибо, что пришли, поддержали вместе с нами, с нашей администрацией, вот такое прекрасное мероприятие. Ну, как мы знаем, Хунзарский район всегда славился своей культурой, своими традициями, своими поэтами, своими писателями. И сегодня мы, то поколение, которое сегодня есть, мы должны постоянно проводить вот такие мероприятия для того, чтобы наше подрастающее поколение, уже молодые дети, видели, кто были наши предки, какие были великие корни у нашего района. Поэтому мы вот с инициативой решили, наши молодые специалисты вот дали такую хорошую идею и решили вот сделать Махачкале, как бы приурочить это как бы мозаика истории и дней Хунзарского района в городе Махачкале. У нас 3 дня будет проходить выставка. И что такое культура? Культура — это своего рода история. Вся история происходит совместно с культурой. Если нет культуры, значит не будет ничего, не будет общества цивилизованного, хорошего, которое стремится к духовному, правильному воспитанию. Поэтому культуру мы должны ценить. Тем более наш Хунзарский район очень богат своей культурой. Мы знаем, что Аварский театр зарождался там. У нас великие люди есть, Расул Гамзатов, Фазул Гамзатов, на которые носят ордена высшей награды, Андрея Первозванного, который вручает глава государства. Таких наград у нас всего 16 в Российской Федерации, а из них 2 находятся в республике, и это находится в Хунзарском районе. Такого, я думаю, что 2 ордена такого высшей награды, что в других регионах есть, я думаю, что больше нет. Но самое приятное, что у нас, да, действительно, в течение 20 лет наша культура, наша интеллигенция была забыта. Но хочется сказать, вот как пришел глава республики Рамазан Гаджимурадович, он первое, что начал уделять внимание культуре, потому что человек, если не умеет себя вести в обществе, он не может быть полезным для общества, для своей семьи, для своего села, района, в том числе также для нашей республики. Поэтому, дорогие друзья, вот сегодня у нас здесь выставлены наши фотографы, которые на протяжении года искали красивые места в нашем районе, фотографировали. И сегодня это все представлено здесь. Здесь и горы, здесь и культура, здесь и аксакалы, здесь и домашний быт горцев. То есть хочется, чтобы наше подрастающее поколение брало вот это все, вот это то наследство, которое нам оставили наши предки, воплощая себя в свою душу, это дальше несли, тем самым принося пользу нашему району и также в целом для нашей республики. Так что, дорогие друзья, я от себя, лично, от администрации, от депутатского корпуса, от всех жителей хочу сказать, всем нашим землякам, которые живут у нас здесь в городе Махачкале, которые пришли сюда, сказать большое спасибо. Мы очень рады. Те результаты, которые есть у муниципального образования и нашей команды, это благодаря нашим землякам, которые живут не только в районе, а за пределами района, за пределами нашей республики. Спасибо всем за то, что пришли. И также мне хочется еще добавить, что мы в этом году, летом, вы, наверное, все знаете, у нас есть прекрасные парки. Парк нашего легендарного Наиба Хажимурада, парк наших героев, парк Победы. Сейчас вот мы еще начали в прошлом году, вот уже в этом году продолжаем. Будет еще один парк, большой парк, это будет, я думаю, что этот парк будет такой парк для всего Нагорного Дагестана на 14 гектарах, но мы еще не определились, как мы его будем называть. Так что я думаю, мы это выложим в общую сеть социальную, и там будем голосование, как называть этот парк, который будет находиться на 14 гектарах.
Поэтому я хочу всех фотографов, всех, кто вообще причастен к этой области, пригласить летом. Дату мы озвучим. Во всех парках мы хотим сделать такие же стенды, где будут висеть вот такие фотографии всех фотографов, сделать такой какой-то форум фотографов, что ли, вот наподобие этого в Хунзавском районе. Так что я всех приглашаю на это мероприятие. Более точную дату мы в социальных сетях везде разместим, и все вы будете это увидите и узнаете. Также хочется огромное спасибо сказать нашему министру культуры Азарене Ажуевне, который всегда помогает. И вот сегодня в этом мероприятии тоже она поддержала, но, к сожалению, у нее сегодня какие-то на другое мероприятие она планировала и не смогла. Но она тоже просила вам всем передать большой привет, всегда и передать, что она всегда поддерживает Хунзавский район. Так что всем спасибо. И также еще хочется большое спасибо сказать директору Дома поэзии Елене Джамединовой. Вам большое спасибо. Вы очень приятный человек, который, видя вас, этот Дом поэзии становится еще прекраснее. Поэтому вам тоже большое спасибо, отдельное спасибо от всех. Сегодняшнее мероприятие – это еще одно подтверждение высоты Хунзавского района. Самые главные слова благодарности, Саид Камилович уже об этом сказал, я хочу сказать нашим старшим. Тем людям, которые Хунзавский район, красоту его, мудрость его, достоинство, высоту Хунзавского района подняли на самую высокую высоту, на самую большую вершину. И огромное спасибо. Вот я езжу по всему миру, да, уже и в Дагестане, да, но кушают эти суши, чего-то, червяки морские, креветки. Вот я этот еду каш покушал, да, я вернулся в детство. Слушайте, кушайте нормальные вещи, да, хорошие, молодежь особенно, да, то, что положено, то, что кушали наши предки. И, конечно, вот такие мероприятия, они очень важны. Они сплачивают. Здесь люди, которые, хунзавцы, разбросы, у нас суета, каждый занимается своим делом на благо народа. И здесь мы объединяемся и еще раз заряжаемся той энергией, тем желанием, той гордостью в сердцах, которая называется Хунзавский район. Я счастлив, что сегодня здесь. Я хочу, Саид Камилович, прежде всего вам сказать огромное спасибо за то, что сегодня есть такое мероприятие. За то, что проводится мероприятие, которое сплачивает молодежь. Каждый год в Доме дружбы проходит встреча с хунзавской молодежью. Встреча с ветеранами Хунзавса, что самое главное. И я думаю, надо сказать огромное спасибо всем тем, кто это все сегодня организовал. Об этом уже Саид Камил сказал. Я хочу поблагодарить всех участников. И наверху будет концертная программа. И вы видите, тут какая великолепная выставка. Мы сегодня погрузились и сегодня вдохнули глоток Родины и стали еще счастливее. И, наверное, мы вот в этой суете, да, мы как-то что-то забываем, что-то в наших душах атрофируется. Но вот эти мгновения, которые мы проводим в таких вечерах, они нас возвращают на родину, они нас делают счастливыми. Спасибо всем большое. Представляется председателю Союза писателей Республики Дагестан Ахмедову Магомеду Ахмедовичу. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Если так подумать, каждый из нас в какой-то степени есть Хунзавта, потому что Хунзав столица не только там Аварстана, но и аварского языка. Потому что язык аварский зарождался на этом замечательном Хунзаве. И сегодня уже радостно, что здесь остановлены те прекрасные мгновения, которые остались в горах, и они перенесли к нам сюда в театр поэзии. Они еще раз напоминают нам, и наши старики такие красивые и мудрые, которые сидят в Ватикане, и эти наши горы, эти наши скалы, эти наши водопады, наши тропинки, все это напоминает нам, чтобы где бы ни жили, всегда остались и остаются горцами. И душа трепещет, когда смотришь на эти остановленные прекрасные мгновения замечательного Хунзава.
Мы все взаимно связаны с Хунзахом. Каждый Божий год мы проводим белые журавли в Хунзахском районе, Всемирный день памяти. Хунзах – страна поэтов, Хунзах – страна замечательных людей, добрых людей, настоящих горцев. И мы радуемся успехам Хунзаха. И нам очень приятно, что наш молодой, красивый, замечательный глава Хунзахского района делает очень много хороших дел, пример другим нашим районам, горным районам, и дороги, и парки, и все, что делается в самом районе, это очень радует, и эта радость разделить сюда пришли люди. Еще раз вас от имени нашего театра поэзии приветствую и желаю вам добра, счастья, удачи, высоты и красоты Хунзаха. Представляется народной поэтессе Дагестана Залму Бадировой. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я вас приветствую в этом прекрасном зале. Поздравляю вас с этим замечательным днем поэзии Хунзаха. Хунзах всегда был столицей, очагом искусства, культуры, очагом поэзии. Хунзахское плато дало миру и Дагестану много замечательных имен, начиная с полководцев, кончая тружениками, замечательных поэтов. Если сегодня здесь был бы Расул Гамзатов, он обожал женщин, он бы прочитал «Ибо Ицуре Тухана Дауда, Тухадур Хусруд Куриали Вдун, Мусфахан Чилов Кетч, Тодур Мацауда, Турчахарарият Адафули Вдун». Если здесь сегодня была наша замечательная Фазул, она прочитала бы «Вот аму бокли хитца дадида, от себе махтаров абдунилда, хитца авадьях унар бихалак, херенов диреких дикардут цар». Если Саид Хаджиев был бы сегодня с нами, он бы прочитал «Анжи то Россия, Куру Русалда, Дуй Азаб Куру Назир Гихечу, Аваристаны Хутах Шахаралда, Хунди Хан Фунду Имин Гихечу». Уходят и ханы, уходят и люди. Остаются только следы хорошие, правильные. Остаются правильные имена, добрые имена. Остаются добрые дела. Саид, дорогой, это ты сумел сделать, начиная с дорог, начиная с перегородок кладбищ, парки, дороги. Внутри Хунзаха сколько работы было проведено, ты сумел это сделать. Честно говоря, когда Саид пришел в Хунзах, я думаю, ай Аллах, такой молодой, что же он сделает, такой молодой человек, без опыта, без такого опыта, но и сумел показать себя, сумел сделать, оставить свои следы. Все деревья, которые посажены под вашим руководством, со всеми этими людьми, они будут просить Аллаха вам здоровья, счастья, долголетия, благополучия для наших хунзахских гор. Те парки, те сады, которые вы сумели сделать, они там в садах будут играть дети и будут вспоминать ваши имена. Это очень хорошо. Я сегодня говорю на русском языке, хотя я очень плохо знаю. Ахмедов мне скажет, хунзахская поэтесса говорит на русском языке, говорит, надо любить аварский язык, родной язык. Я сейчас прочту одно свое стихотворение. Это стихотворение недаром взяла. Халк называется Саид. Чахун они врутся, шурана диринолди, эдие рожин саадин умруха будейна. Бацахи фокинги, лахтах диндит аанин, оккаран ицбухдим, ханит эхвали вечин. Жинца ахару кечат карачело хечанин, ама жидир хашика вакханани биланин. Хек хашик аридучал, хек эдра чунарин. Ох он их харбазахтафтин холарин. Цадул ран морут ходун. Ох он их хазут. Худ ани леч агу ячвахар кочол бахан.
جيبيلي زعداء عدوي تشاخون بطانين جيدير خوب هانج دختار كيبوكي بنكوالين تشاخون مني بعروتسا دي أمانة تانا خويا الصورة قبل عمر أبو جيلا هيدين بروخ البوكا ودي يبقول البوكا وشو حق على طول بقامة شنجينا جيبيلي زعداء عدوي تشاخون بطانين خوب هانج جيدير دختار كيبوكي بنكوالين سعيدة очень приятно, тут очень отдохнуть. Это очень красиво, это очень достойно. Тут очень экрана, очень хат из экрана. Тут води бакала, тут заход и хундирда. Жани кик да лукабун, дуния двуг вами хики, дуния дасих, они руки нрачал лечо, а рани хики. Сахил да худиги, тут тудия бсахи гарула. Табет гарула. Ама насчет культуры скажу. Без культуры у нас одно поколение, которые не получили, не видели культуру, по лесам, по этим самым разбежались, ушли. Мы их теперь не можем собрать. Мы только собираем слезы и кровь. Теперешнее поколение в ваших руках. В руках учителей, в руках все ученики. Под вашим руководством, которые работают в школах, вы можете их так поставить, чтобы они любили свою родину, чтобы родина оставила в сердцах у них любовь, чтобы они стали любую минуту на защиту своей родины. А без культуры это не получится. Чтобы культура любить, надо побольше встречаться с поэтами, читать, слушать их поэзию. Хотя, говорят, на родине пророков нет, на родине хотя и пророков нет. Можно и нас тоже пригласить, туда приедем, будем переключающимися. Мы вас очень любим, мы вам желаем удачи, здоровья. Спасибо большое. Слово предоставляется Амарову Султану Исаевне, профессору, доктору филологических наук. Ассаламу алейкум, Узарский джамаат, во главе с нашим очень любимым, дорогим Саидом Камиловичем. Саид Камилович, я не буду делать вам комплименты, потому что ваши дела говорят сами за себя. Это гораздо действеннее, гораздо нагляднее. И, конечно, те, кто вас уважает и любит, они это очень-очень высоко оценили. Спасибо вам за то, что вы сплачиваете, цементируете наш джамаат. Дорогие хунзарцы, нужно отдать должное, между прочим, нашему уважаемому президенту Рамазану Хаджимурадовичу, что он сделал такой очень необычный, нетипичный акцент для главы, можно сказать, даже государства, сделал акцент на переключение нашего общественного сознания на культуру, на поэзию. Наконец-таки наши чиновники поняли, что без культуры, без красивого, мудрого слова никогда не будет прогресса. Я очень хочу, чтобы наше поколение Next, наше следующее поколение, вобрало в себя все те замечательные традиции, истоком которых являются древние года. Что касается поэзии, у нас был такой замечательный ученый 17-18 века. Он, конечно, подхватил где-то 20-19 века. Магомед Шафи, или Дебель Хади, как его назвали на родине. Он величайший ученый, признанный во всем арабском мире. В университете Аль-Асхар его имя вместе с его братом Магомедом Хадием, который был убит в Токита. Эти имена золотыми буквами высечены на мраморном столбе в университете Аль-Асхар в Египте. Магомед Шафи, Хунзарский, Аварский. Нур Магомед, Хунзарский, Аварский. Это о чем-то говорит. Я отвлекаюсь, потому что у нас такой возможности очень бывает редко. Он перевел, Дебель Хади перевел почти 25-30% Илиады Гомера на арабский язык. Это горец, аварец, наш предок, наш земляк, даже немножко похвастаюсь, я непосредственно, это 4-5 поколение, значит, его потомок.
Он перевел Илиаду. Это о чем говорит? Вот такие у нас были таланты, вот такие были у нас гениальные поэты, философы, ученые. И поэтому нужно переключиться опять на знания. Это самое главное. Я написала несколько стихотворений, и называется оно «Признание». Ну, о моей любви к Хунзаху все знают, об этом не надо громко кричать. Я сейчас вам одну маленькую прочитаю. Акаро называется. Стоит, защищая от грозных врагов, хунзахская плата, гора Акаро. Венчал его склоны и дуб, и сосна, когда-то здесь звонко шумели леса. У столб твоих трон у Махана окреп, от глупости новых сегодня ты слеп. Свидетель величия, раздоров былых, вражды ненавистник смущенно притих. Здесь кровь проливали и русский солдат, и горец отчаянный, увидевший ад, уставший от войн, от борьбы и утрат, суровые скалы, как воины, спят. Не внемлите хору чужих соловьев, звучали когда-то заветы отцов. Не ханов обитель, а дум высоту храните хунзарцы в кромешном аду. Родные утесы, поля и луга, добром и любовью пленяйте врага. Я в мирное небо с восторгом гляжу, орла и голубку венчать я спешу. Пусть свадьбы играют у склонов твоих, ряды умножая джелитов лихих. Пусть знание и мудрость, как верный компас, потомки Саира лелеют в сердцах. Спасибо. Спасибо всем. Считаю нашу презентацию открытой. И сейчас посмотрим вот эти прекрасные панорамы, красивые вот наши фотографии. Минут через 15 поднимется наверх, там дети тоже подготовили маленькое мероприятие. Будем тогда туда подниматься. Спасибо. Вот я и приехал к тебе, из того огромного мира, в котором еще мой отец подметил так много недостатков. Я объездил его, этот мир, и увидел много диковин. Мои глаза разбегались от обилия красоты, не зная, на чем остановиться. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой, с одного прекрасного человеческого лица на другое. Но я знал, что как бы ни было прекрасно то, что я вижу сейчас, завтра я увижу нечто еще более прекрасное. Стихотворение «Здесь в горах» Хунзаха Фазуалиева читает ученица 7 класса Хунзахской школы Абдулганиева Умагани. Где на зорьке рано плывут в предгорьях белые туманы, как губы юных девушек влажны. Здесь, где страшнее всех людских пороков, считают люди трусости порок. Где труса обойдут другой дорогой, где труса не допустят на порог. Здесь, где орлы в крутой небесной выси вьют гнезда, где с неведомой поры аулы наши древние повисли, как амулеты на груди горы. Здесь, где ручьи щебечут беззаботно, где брызги волн чаруют и слепят, где над бездонной
пропастью Цолботля 100 тысяч лет грохочет водопад. Здесь могу я и днями, и ночами стоять в восторге, в радости, в слезах. Здесь родина моя, мое начало, здесь колыбель моя, аул Хунзах. Не по богатству, серебру и злату, не по одеждам ценят здесь людей, считают здесь прочным и богатым тот дом, в котором больше всех детей. Ни звон оружия, ни каракуль пышный, ни блеск колец, ничто и ничего здесь в человеке не оценят выше, чем стойкость и достоинство его. Здесь для любого недруга и друга такой девиз, такая притча есть. Отец твой храбр, в том не твоя заслуга, а сын твой храбр, тебе хвала и честь. Мой родной аварский язык, ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день, лекарство от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос ты, мой родной аварский язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям, и я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому великий русский язык. Он тоже стал для меня родным. Он, взяв меня за другую руку, повел во все страны мира. И я благодарен ему. Стихотворение «Родной язык» Расула Гамзатова читает ученица 10 класса Батлаической школы Шахбанова Шамсия. Нос матлис вихана, элда сюксюкум, шурда кверчан унев питавец унду, шуругибат ашмцеве унабо, цохараура халда рудов колевду. Шачуах холебугу чакхи калакхан, химк анц улебугу ганчаздат асан, арамагадиссе куалба лебугу, куахик иландица суабратлада. Дида, шалеб ечо хилрак хабали, рауару цусас сырук хилда, рицко борхашуда цума ахтуа, рицко ахашуда чуду ухтуа. Един холевуго, хадур одизе, я агар фигуру, я худу гуру, пирал ханс шлихют адик холизе, я йокули ечо, я чужу ечо. Или Пирме халда, рур хашуда сан, муху зухарак ранадида. Езбицу не богу, ах, хур, херахю, и санабук и не бмаришатахю. Ихен руцинахю, боци панзахю, уану хасани сихирхяхю, хильк ашали лругуни хирадатаб, агараб, бацадаб, махару мацай. Дирмаю бачана бади саквати. Ханадан дицабива ханат аде, аваразу калам, хихю пасихи, киногу черхада хикяна рогна. Хявару Мухаммад сугидазу иш, амадица дирку ракхаш абила. Митир маару мац хозибатани, хвагидун жакхаго, жани бракшпаху. Шайди екварионун бугев Дагестан, дир харат вакхани, дир хималакха. Шайди махару час, чьяр мацвицани, житер огаста. Выступает заслуженная артистка Дагестана Айшат Тажудинова. Слова Тажудина Чанка, музыка народная. Hadiri
эстраде Шамиля Мухидинова читают Хайрулаев Мансур и Сатарова Амина, учащиеся Батлаической средней школы. Каба харам алдан аваб гиабун, вусинариш чанка, мунташи ялде. Олгоростал ахлу, чуши забизе, хасрат перхаразе, кумекабизе. Дир хархала кватиб, бухананиги, рокхобу гадирух, кассиги кадги, кадар шарашуго, кашананиги. Shiba blahzat halda, dumuşgun vugo. Çanka, rosu tsoyaz durukti kaçan. Halbal rugot aze kabul harule. Durotlu asaras, asir harural. Hal ma'arulas da aşaze vaça. Hel ma'aru olgun, gargaduareb. Buk inç o zamana dirülüradasa. Dir halba delida, dir kuçtuk aşay, dir rosu çoyazda, dir ilmuk aşay. Çanka, masjid kaçan hadurun bugo, dibir hajat bugin roste vaça, jahid zabaz bugin, ilmu maşrulib, madrasa rahize, kwerba qiyabet. Dibir fi habila, dir irşilatsa, Madrasa rahilat iyala alimaz. Tunt uban bojula dit aşalda. Gir boji tibugo Dağıstan alda. Çanka. Iş ukharal khilbagi bilun. Bak erhu rakhalde rusunin rugo. Hezrotul başkoşi. Niçaşul parda. Ut unban malatli rehule bugo. İda sana dire iş ol, kuçtu git salun, rak işim jali biç dabe. Heb hiç ani Mahmud, Ali Hacib, halay giraçun, garg gazare. İslamat Irak i bu kharab hiç o, hel rok i gureb, haqqa bugoni. Rok ki habizgi, çi khari'una, çi tet'una shiba ma'aru vasas. Hedin gargadana dida tajudin. Hesul bayram adişolil halqoyas. Shiv hevgun kaşaçev. Şitsa hestasa hajata mekhalda kumekariçev. Hesul giniklergi rak azuk aşay. Koyin aşiyalda raule bugo. Hep Dağıstan'a şul rorxatal muruz. Sotsakhetun takrar habule bugo. Jaqqa çankal kuçduz nije tural. Oishqoya shul halbal barkala nujey. Jaqqa nije rakal tosi zarural. İslami av alim barkala duye. Ilmugi kamila ugojel gitkuçrav. Dekleçteril vasaz boşila dir iş. Pahmunar tok al ishqu sha'iral. Mu'ru kayada jigiraqhna. Однажды мюриды расхвастались друг перед другом своими саблями. Они говорили о том, из какой прекрасной стали их сабли сделаны, и какие прекрасные стихи из Корана начертаны на них. Среди мюридов оказался Хаджи Мурат, наиб великого имама Шамиля. Он сказал: «О чем вы спорите в прохладной тени Чинары? Завтра на рассвете будет битва, и ваши сабли сами решат, которая из них лучше. Искры рождаются от ударов камня о камень. Война не прибавляет людей на земле, но она прибавляет на земле героев». Стихотворение Хаджи Мурат Залму Батировой читает Муртазалиев Магомед, ученик Батлайчинской школы. Суал шумкараб шути, жаваб шумкараб ахир. Шипук арабрак алда, бахачио чот акхан. Жегиш хач e başkoşi, tarih çağrı da'ba. Mumkin anuk arav, xex koşet adus sarav. Staruye muk urhize, saradak eç ogoniş. Hunaraş beder kholiç ogoniş. Baharchian abigo, tuda taşum bikhuniş. Borkhun khwarleb khwachen, çoda kamila bunar. Haji Murad, dur hunar matsız asışa kurab. Hezubet eqot ize kuat halda gurşuniş.
Matzi khabadagi kwan khum khizesh bakhicheb. Jahte adamagichun klab arabish chodatsa. Tishbaharal tagimal tudechran ahichish. Dar ghob giziran gi tuda khadur agichish. Tur hunarazun nukhal ekhetun serechish. Sha hajim radilan akarok alhachevish. Mund urun anin choya nuh khosanin chugia. Biche khida bojle sapar bigarawachen. Zobalazda khanigi jegi khamba khunareb. Tur umru ekhusual khedal khot arabet el. Khanzaruk khunchularev kherbi khumuk unarev. Ubarab askarade tam dejiv govagarav. Gazavat halda khwarav khunzak kha hajimurad. Khululareb khunarev qissadur akhirashu. И разве не прав оказался певец, приехавший с гор Махачкалу на состязание дагестанских певцов? Наш поэт, раскладывавший стихи по полочкам, попросил певца спеть по одному стихотворению из каждого раздела. Певец настроил хумус, несколько минут помолчал, как бы собираясь с мыслями, и запел. Пел он долго. Все испугались. Если это из одного раздела, а их всего 4, то когда же он кончит петь? Но вот певец замолчал, остановил ладонью звучание струн, продолжение не последовало. Оказывается, в одну песню он собрал главные мысли и главные чувства поэта. Ансамбль народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Махача Гасанова исполняет попурри дагестанских мелодий.
Батырова. Нужен карабщи. Бук харабзар адав, дир марлав. Дали зелит шарал нужен каралщи. Чтоб танцумал колен без зубалахи. Канхи бихулари нужен белщи. Ора крахчаричен, рохках тепичен. Чухерал умумус куцарал басал. Нуж, co suntumniki urzel hečogu, abdunjelasju, šairalahule. Neko, to batik albuhun badin, ruhun rugel kutbuh, tink ulamahu, aderor hečogu, dalize taral nujer butrol rihun, sudula keren. Bak karab wal çade dandira karab. Umumuzu vasal. Nujey karabşi. Çuk loze şalin. Rakbaze şalin. Dekşal kabaze. Yuharab joşti. Roç ama arlav. Hele kşizeral. Bekşteç ebmegayt nuş ahülen rugo. Hiyalge kabatsa kahşülen mudru. Hitsko hut unrugin uhtulen rugo. Çiyer hank abatsa ötçişşigi. Hümrut ihabize kidara kunen. Nişkoni ketsa go kakulen unti. Kinab daruşani şuşak bihul. Nuş, şakha, çvat urat amur kenigin. Kibir nujur keç, saddak hülem. Nuş, janib him heç epobo kenigin. Kibu geble balam, nujer bajari. Dir maharulam. Киналари бакасда, киналари соназда, сордо хуртлоб унаро цо уго кайлда. Чахиял цоал руго, синал цоал руго. Цояца цола, хола, цояца цункунтола. Уртла нарат ари кола. Адруге бохи кола. Kip gubugu ne kapkhe, bir kule bugu ulka, halk is mashallah, halk is go bir kula, halk is go kanala, has ebets is a kola, ras ki ayu hiç odun, vos hujani utamula, wap bay watatay, ras ki ayu hiç odun, vos hujani utamula. Kula tutun bir kula, o harutun bir kula, çoğu kon bir kula, kikire kon bir kula, ki kovetsa çatak, çoğu hune kon bir kula, çoğu anko bir karası, adlu bugu çıkararab, azargo bir karası, akil ugo havulev, maşulezuk albukhe. Bir kolezu kırkote, kanalezu çekvikhi, nu'zadir inkure, ayib hiç ödüm pakir, khizama şukhiviçay, wapapapapapapay watatay, ayib hiç ödüm pakir, khizama şukhiviçay, hedin ahle bugo, ukayeshu yahad, ukado Сархириас, Сохазу, Ваншабухи. Сегодня в горах весна. Она, как и я, начинает первую борозду. Скажи, дагестанская весна, какие 7 подарков есть у тебя, чтобы все они начинались с одной буквы? Есть у меня такие подарки, отвечает весна. Преподнес их мне Дагестан.
Я буду называть, а ты считай, загибая пальцы. Цан, соль. Для вкуса жизни, для меры жизни. Цма, звезда. Для высоких стремлений и надежд, для светлых целей прямого пути. Дагестан, эти 7 вещей, 7 ветвей на твоем коренастом дереве. Раздай им всем своим сыновьям, подари мне. Хочу быть огнем и солью, орлом и звездой, колоколом и ситом. Хочу иметь честное имя. Танец «Мозаика гор» представляет нам детский сад «Малыш», Хунзарский район. Avaral ghunkize, ulkatsohize, solol gamachashe batarabrosu, عادة العام خزي بولمت بيجزي ميلاتش تخفرات مع الرسول مورز دا شوشارب شباب رو خالدا قنرا چل borçinye urgarab gimun عورت سريت خرال تلو خومستا تل هرتور خزي حبورب gimun دوتس چرانگی تون تل درق خندال نقخ قیت هلاری رغول بحزال چند تشمن حق قرال حجی مردال دوتس عزرورال عادت الرقوب دور یارگی چوار خیگی چادل پون خیگی چانگی اسکارزی اخیر جانا دور خلق خشتل هاگی هزل قواگی خیل کابزی کیتی خانا تاریخ خشتل احری جگی راعلا راگو راج ارزدا میخیر بچونیم خوال چابزل پرخی جگی خالفلا خونز دری واسطسا سبی خوابلی دیر خونزا خموموز بارد تاق شهر شلاشول سیگورت سوارب کامیچو معارل کعباشون بطرف شهر
شولی گرونی دور سرتاجو خرنابی آنی شیب ازاری سونال سری رفتل خوته بیخیزه هجو خیسون ته عصربی سرم ته دینال آوارا زوبرак бегизе هجو. Книга моя как ковер, который закончен и разотлан. Чтобы увидели его впервые весь сразу. Я вижу на нем много неверных линий, сбивчивых рисунков, невнятных узоров, орнамент кое-где нечеток и крив. Но исправить эту ошибку уже нельзя. Ковер соткан. Спасибо. Дорогие друзья, в первую очередь, конечно, хочу сказать всем большое спасибо, кто организовал, Абдулатип, тебе, отделу культуры Джавгарат, специалисту нашей молодежной политики Шамай, всему отделу культуры и всем, кто принимал в этом участие. Всем хочу сказать большое спасибо. Также всем, кто сегодня пришел разделить нашу радость, вспомнить традицию наших предков, кто сегодня пришел в этот дом поэзии. Хочу тоже сказать от себя, от администрации, от себя лично, от депутатского корпуса, от всех большое спасибо. Я думаю, что всем понравилось, и в течение субботы и воскресенья эта выставка наших фотографий нашего района будет проходить в Доме поэзии, поэтому, наверное, не все пришли. Если есть кто, хотелось бы, чтобы наши земляки со своими детьми, с внуками пришли, посмотрели. Это история нашего района. Хочется, чтобы подрастающее поколение это видело и слышало и из уст своих родителей, своих бабушек, близких людей. Так что спасибо большое еще раз всем за принятое участие в этом прекрасном нашем мероприятии. Спасибо большое.